Будем говорить о конституционном кризисе, точнее о решении Конституционного суда, которое аннулировало антикоррупционные реформы, заблокировало назначение новых глав ОТГ и, по большому счету, показало большой кукиш всему украинскому обществу. И вот как выходить из этой ситуации и как такое могло произойти, мы и будем говорить с нашим гостем. Э, то, как выходить из этого цейтнота, который фактически возник, да, у власти сейчас, ну, мы обсудим это подробно чуть позже. Давайте начнем, как такое могло быть. Ведь все антикоррупционные законы работали несколько лет. НАЗК худо-бедно декларировала, там проверяла декларации. Может быть, конечно, не совсем результативно, но тем не менее. И вдруг решили это все аннулировать. Вот что к этому привело? Давайте, как говорят наши американские или английские коллеги, двигаться степ-бай-степ. Да? Вы очень удачно начали подводку с того, что началось все с... Так вот, началось все не с решения Конституционного суда. К сожалению, об этом сейчас, вот особенно вот в эти дни, даже как-то неловко вспоминают и мои друзья, коллеги, соратники, товарищи. А ведь фундамент под вот, нынешнее решение Конституционного суда заложили депутаты прошлого созыва. Что вы Когда, имеете в виду? когда ну, если называть вещи своими именами, на хайпе борьбы с коррупцией, поддавшись ну, такому очень серьезному, публичному давлению со стороны тех ребят, которых сейчас принято называть антикоррупционеры, причем, как правило, в таком негативном контексте, хотя я такой оценки абсолютно не разделяю. В результате получилось, что львиная доля законов вообще, в принципе, не только антикоррупционных, но мы сейчас говорим именно о законах, посвященных борьбе с коррупцией, были приняты, что называется, с колена. Еще в 2016 году, ну, когда в 2015 году работал на Луганщине, мне было не до того, но когда я вернулся в Киев уже в 2016 году, я хорошо помню те моменты, когда обсуждались в Верховной Раде законопроекты. Так вот, уже тогда специалисты указывали на ряд фундаментальных ошибок в этих законопроектах, которые фактически сейчас и привели к тому результату, который мы имеем. А что это за ошибки? Если взять, даже вот если взять нынешнее решение Конституционного суда, которое не первое, перед этим уже было негативное высновок Конституционного суда по НАБУ. Значит, во-первых, вот эти крики, вопли, мол, Конституционный суд разрушил всю гармоничную систему борьбы с коррупцией, поставил все на паузу, и вообще и кошмар, и все пропало, это откровенная манипуляция. Цель которой ну, возбудить в обществе поддержку идеи президента Зеленского, разогнать просто Конституционный суд. Зачем ему это? Разогнав этот состав. Конституционный суд, состав, как формируется состав Конституционного суда? Из 18 судей треть формируется Верховным Советом, где большинство у Зеленского. Треть формируется непосредственно самим президентом Украины, каковым является Владимир Зеленский. И треть съездом судей. То есть на сегодняшний день, если трезво смотреть на вещи, если начать формирование Конституционного суда с нуля, как предлагает это президент Зеленский, то ему удастся сформировать 2/3 состава Конституционного суда. Это, как любит выражаться сам Владимир Александрович, на 100% моих людей. Ну, исходя из вашей логики, решение, которое принял Конституционный суд, было запланировано чуть ли не самим Оно было президентской вертикалью. Оно было заложено изначально ошибками в законах, которые были приняты ранее. Ну, как и говорил Тупицкий, да, глава Конституционного Совершенно суда, верно. что они не против декларирования, а просто нужно привести в соответствие законодательной Более базы. того, что касается, если говорить речь о декларировании, я-то сам заполняю эти декларации уже, по-моему, там 4 или 5 лет.
А, Речь идет не об отмене декларирования как такового. В определении Конституционного суда сказано о том, что декриминализация коснулась одного очень важного аспекта, о котором тоже люди, которые кричат, ратуют за разгон Конституционного суда, не любят говорить. А речь идет о статье, в которой говорится об умышленном внесении недостоверных данных. Подчеркиваю, Наказание за это. об умышленном. Именно насчет этой формулировки, я хорошо это помню, в 2016 году и шли дискуссии, причем довольно-таки часто даже в публичной плоскости с вот этими активными ребятами, борцами с коррупцией. И их профессиональные юристы им объясняли, что, может быть, в справедливом желании поскорее положить конец этому крайне негативному явлению в нашем обществе, вы допускаете ошибку, которая приведет к тому, что сама эта статья, она не будет рабочей. В результате известный адвокат, бывший член, между прочим, иллюстрационного комитета Татьяна Казаченко, она на днях привела цифры. Меня эта тема никогда особо не интересовала, а вот она конкретные цифры привела. За время существования этой статьи было возбуждено чуть меньше 1000 уголовных дел. На сегодняшний день судами рассмотрено чуть более 960, там, по-моему, 963. Из них 900 закриті по, є таке формулювання, каяття. Тобто, ну, если обвиняемый покаялся. 900 закрыто в связи с покаянием. 50 примерно закрыто в связи с изменившимися обстоятельствами и выписано 10 штрафов. Таким образом, сама по себе эта статья, ее отсутствие или наличие, выдавать как крах антикоррупционной системы, это просто, ну, если назвать вещи своими именами, это нечестно, это манипуляция просто. Ну, крах, то, что заблокированы реестры. Опять-таки, давайте ссылаться к решению Конституционного суда и к комментариям профессиональных юристов. Нигде в решении Конституционного суда нету обязательного пункта или адресного указания НАЗК с прямым указанием о необходимости закрытия реестра. А зачем ты НАЗК их закрыла? Для того, чтобы возбудить этот ажиотаж в стране. Тогда давайте попробуем разобраться. Президент воспользовался этой ситуацией для того, чтобы начать кампанию против, или она была им спланирована? Изначально я считал, что сценарий был изначально несколько иной, а потом некоторые люди из ближайшего окружения, в первую очередь Зеленского, понимая его такую истеричную натуру, они просто подвели его плавно к тезису о том, что Володя, вот это единственный шанс спасти страну, и он шашку вытащил, не соображая, разрубил свой диплом юриста и ляпнул то, что ляпнул. Но если посмотреть интервью Богдана, которое он дал, по-моему, вчера, он говорит о том, что Зеленский знал. что Зеленский не мог не знать о том, что такое решение готовится. И тогда закономерный вопрос, а чего ты ждал? Но ведь это же решение было инициировано не слугами народа, не президентской стороной. Решение, вы имеете в виду иск? Иск, да. Ну, вернее, как-то это не иск, как-то по-другому. Запрос в Конституционный суд, по-моему, так это называется. Да, действительно согласен. Это было подання було зроблено депутатами Медведчука и пару человек из Майбаха, то есть из «За майбутнє». Персонажи крайне негативные, и мне сейчас, вот у меня лично дилемма, что я вынужден фактически поддерживать конкретную их точку зрения. Для меня это лично на эмоциональном уровне это дилемма. Но обвинять сейчас Конституционный суд
Это, извините, если называть вещи своими именами, это что, все равно, что подойти с рябой рожей к зеркалу и от злости пинать зеркало. Но ведь решение Зеленского, как вы говорите, который вытащил шашку и начал рубить с плеча, ведь это же... Он не может же понимать, что это неконституционно, что Может, это может он привести... понимает, что это что это неконституционное может решение. привести к центробежным силам, действиям, которые приведут к другим более... У меня есть серьезным большие последствиям. сомнения, что этот человек способен вообще к анализу и тем более к стратегическому мышлению. Он действует на эмоциональном уровне. Более того, не все, но некоторые депутаты из его фракции, я имею в виду фракции «Слуга народа», они действуют и мотивируют свои действия точно таким же образом, на уровне животных инстинктов и просто на уровне сиюминутных каких-то эмоций.